Ассаляму алейкум, достларым! С вами снова ваша любимая кулинарная передача Кырым Татар Емеклері, передача о крымско-татарской кухне. И с вами я, ваш кулинарный дилетант, энтузиаст Алим Аблаев. Готовлю, потому что мне это нравится, и сегодня специально для вас с огромным удовольствием приготовлю блюдо под названием алюшке шорбасы. Вот такое интересное название. Что это? Узнаем чуть попозже, но начнем мы с работы над ошибками. Мы читаем ваши комментарии, поэтому пишите их обязательно. И для начала надену фартук, потому что работаешь в красивой одежде, надевай фартук, чтобы ее не испачкать. Вот с этого и начнем. Сегодня у нас блюдо, наконец-то, будет жидкое. Много у нас было кебабов, много чего было на мангале в казане. Мы обратно к казану возвращаемся, но сегодня сделаем немножко другое блюдо. Как вы поняли наверняка из названия, шорбасы — это будет суп. Но что такое алюшке? Это аналог супа с галушками, или с клёцками, или с кнедлями. В общем, это что-то с тестом на яичной основе, с мукой. Немножко о локации, в которой мы сегодня находимся. Мы недалеко уехали сегодня от Акмесджита. Место называется Таш-Джарган. У нас сегодня берекетли ягмур. Неплохая, хорошая погода, приятная. И быстренько пробежимся по ингредиентам. Килограмм говядины у нас сегодня, 2 большие луковицы, морковь, соль, катык, ях. Можно взять курдючный жир, можно растительное масло, кому как удобно. Вода чистая, специи, перец черный, кориандр, зира, яйца 3 штуки, картошка, помидоры, чеснок и укроп. Муку я спрятал, потому что у нас наш дождичек небольшой. Начнем мы с разделки нашего мяса. Разделывать мы его будем на небольшие кусочки. Сегодня мы взяли мякоть, можно взять и что-то с костью. Вообще это зависит от того, как именно вы хотите приготовить это блюдо, потому что есть несколько разновидностей того, как можно начинать готовить это блюдо. Можно начинать его готовить как шурпу, то есть изначально варить мясо, делать бульон. Но также у нас в нашей крымско-татарской кухне есть такой способ приготовления каурма шорбасы. То есть сначала мы будем это все обжаривать в масле, в казане, на костре, соответственно. И мне больше нравится обжаривать мясо. Вы можете сделать так, как удобно вам. Пожалуйста, без проблем. Результат будет плюс-минус одинаковый. Кто-то любит больше картошки, кто-то любит больше мяса. По ингредиентам приблизительно вы все услышали. Примерные пропорции таковы. Делайте вы так, как вы больше любите, и так, как вам удобно. Очищаем мясо от лишних пленок, прожилок и делаем небольшие кусочки. Но не забывайте, что мясо при обжаривании станет меньше. Оно ужарится, поэтому совсем мельчить тоже не нужно. Вот примерно вот такой кусочек, как на шашлык. С мясом мы закончили, я его пока откладываю. И достлар, далее процедура такая. В идеале мы бы сейчас отправили мясо тушиться в казан, после этого положили бы лук, морковь и прочее. Но мы хотим сделать, как поступали наши предки, сделать все темель, по-старинному. Поэтому для начала мы подготовим наш помидор эзмесе. Вы, конечно же, если готовите дома, можете воспользоваться томатной пастой. Это удобно, никаких проблем. Мы сегодня сделаем чуть-чуть по-другому. Возьмем натуральные томаты и из них сделаем что-то наподобие томатной пасты. Поэтому мы воспользуемся все-таки небольшим цивилизационным удобством под названием терка и натрем наши томаты на терке. Сделаем это для того, чтобы у нас лишняя кожица не попала в наше блюдо, чтобы там осталась в основном мякоть от помидора. Давайте начнем. Ох, какой аромат у помидора. Видимо, натуральный, с чего-то огорода. У нас в детстве любимое блюдо было взять помидор,
с огорода, взять корочку хлеба, натереть его помидором, натереть его чесноком, и все. Лучшее блюдо на свете готово. Так сначала Беташка моя нас угощала, а потом мы сами научились. То есть мои первые кулинарные шаги были сделаны, наверное, тогда, лет в 6. Нам для нашего блюда понадобится около 3-4 помидор. Где-то я вычитал, что в примерном процентном соотношении 1 ложка томатной пасты равна 1 большому крупному томату. Вот по этому принципу мы и сегодня натрем наши помидоры. Пока дрова у нас под казаном разгораются, мы нарежем лук, нарежем морковь, подготовим как раз. Появился у нас такой промежуток, потому что интенсивный огонь нам под казаном не нужен. Мясо должно в основном тушиться, не жариться. При таком огне оно превратится просто в угли. Начнем с лука. Лук порежем на кубики, сильно мелко можно и не резать. Итак, продолжаем. Казан у нас достаточно согрелся, дрова прогорели, огонь не такой интенсивный, поэтому наливаем масло. Масло у нас растительное. Вы можете также воспользоваться курдюком бараньим. Слегка распределим его по стенкам. И еще один немаловажный момент. Обычно при добавлении мяса, например, в тот же плов, масло нужно прокалить. Нам его здесь калить не нужно. Налили масло, распределили его и буквально сразу же отправляем туда мясо. Ах, как зашкварчало. Обожаю этот звук. И буквально сразу закидываем лук. Не даем мясу долго томиться, долго отдыхать. Отправляем лук в казан. Какой аромат! Мясо с луком на самом деле это все, что нужно. Но сегодня блюдо у нас немножко посложнее. Но уже аромат такой, что хочется уже все это съесть. Хочется уже все это попробовать. И теперь, как только мы добавили лук, отправляемся резать морковь. Оно у нас пока там тушится себе, обменивается всеми ароматами. Самая моя любимая часть. И нарезаем морковь тоже крупно, кубиками. Не огромными, конечно, не громадными кубиками, а адекватными. Опять же, чтобы все это поместилось примерно на 1 ложке. Когда я готовил это блюдо дома, такой какой-то спешки определенной оно не вызывало. Но так как мы сегодня готовим на костре, в казане чугунном, то, наверное, стоит немножко торопиться, так как чугун очень быстро отдает тепло. И я уже вижу, что мясо наше начало румяниться немножко больше, чем нужно. Поэтому отправляем туда как можно скорее морковь. Отправим туда наши томаты, которые придадут нашему блюду этот восхитительный аромат и цвет. И зальем это все водой. Отправим морковь. Готовить в казане — это прям отдельная любовь, отдельный вид наслаждения.
Все эти ароматы, когда они смешиваются, когда они достигают тебя, такое чувство, что ты какой-то волшебник, который стоит и химичит над этим казаном. Просто супер. Надеюсь, что блюдо наше получится таким же волшебным. Дальше у нас в наше блюдо замечательно отправляются томаты для цвета, для аромата. Наши специи, я их, кстати, специально спрятал от дождя, от ветра. Здесь у нас, напомню, кориандр, черный перец, перец горошком и зира, моя любимая. Ее мы растолчим в ступке, все это вместе смешаем. И, конечно же, вода. Давайте начнем со специй. Несколько горошин черного перца и несколько зерен зиры мы оставим специально для нашего блюда, чтобы они чувствовались. А все остальное мы растолчим в ступке. Какой аромат! Когда я их слышу, хочется петь что-то типа «Арабская ночь». Вот какие-то караваны, дюны, барханы. Все эти специи вызывают вот такие эмоции. Просто супер. Я обожаю зиру, я ее добавляю почти везде, почти во все блюда. Потому что у нее есть какой-то определенный характер, определенный такой аромат, что ли, именно восточного блюда. Так, специи наши готовы. Томаты, вода, специи, соль. Отправляемся к казану, все это загружаем туда и продолжаем готовку алишке шорбасы. О, отлично, лучок у нас стал золотым, запассеровался как следует. И теперь дадим им цвета, дадим им жизни, дадим им томатов. Ох, аромат какой пошел. Просто супер. Просто супер. И это еще мы не отправили туда наши специи. Соль отправили. Специи наши, которые мы толкли с таким усердием, тоже туда же отправляем. Перец горошком и зерна зиры тоже слегка. Не переусердствуйте. И, наконец-то, вода. Воды около 3 литров на такое количество продуктов. Крышкой это все дело закрываем и примерно оставляем томиться на минут 40-50. Мы еще откроем, посмотрим. И еще один важный момент. Как только тут появится пена, вода закипит, мы эту пену снимем и добавим картошку. Теперь, когда мы все наши ингредиенты в основном в казан отправили, возьмемся за картофель. Обычно его добавляют в этот шорба около 2 больших штук. 2 большие картофелины. Но так как нас сегодня много за кадром, помимо меня еще люди, которые это все снимают, мы добавим побольше картошки. Нарезаем ее также на средние кубики. Вот примерно такого размера. Когда я готовился к этому выпуску, дома несколько раз я приготовил это блюдо, мне понравилось в нем то, что оно такое спокойное, ты стоишь у стола, все это нарезаешь, никуда не торопишься, все под контролем, просто супер. А здесь, на природе, еще и с такой замечательной погодой, готовить это блюдо просто огромное удовольствие. Проверим бульон наш на вкус, на соль и посмотрим, как раз, может, и закипел он уже. Так, не закипел, а на вкус.
Балар, давайте все вместе покушаем вот прям в таком виде, в котором есть. Очень вкусно. Уже. Кстати, насчет кольца. Многие мне друзья сказали, типа, ты чё, кольцо надо снимать, когда готовишь. Они у меня опытные повара. Но я пришел домой, посовещался с женой, и Фериде мне сказала, ни в коем случае, чтобы на съемках всегда был с кольцом. Поэтому, Фериде, для тебя. Так, ну что, еще не закипело, но мне уже нравится, как это выглядит. Ну что, ого, отлично, варево наше закипело. Волшебное наше зелье под названием алюшке шорбасе. Снимаем пену. И снова крышкой закрываем. И вот теперь оставляем и отправляемся делать алюшке. Небольшая емкость для приготовления теста. У нас здесь яйца и мука. Это все, что нам понадобится. И соль. Соль, конечно же. Про нее не забываем. На примерно 2 яйца, третье я взял на всякий случай. На 2 яйца нам понадобится около 100 грамм муки. Давайте приступим. Примерно однородная у нас должна быть масса вместе с белком и с желтком, чтобы они не плавали отдельно друг от друга. Вот примерно такого результата мы добились. Щепотку соли, небольшую щепотку. Помните о том, что шурба у нас уже посолен. И по чуть-чуть добавляем муку. Добавляем и начинаем перемешивать. Тщательно перемешиваем, чтобы у нас мука не осталась комками внутри. Но тоже не переусердствуйте, чтобы оно у вас не стало слишком воздушным. Ну все, мне кажется, консистенция получилась, что надо. Оно не льется с ложки, оно так отпадает кусочками, значит, алюшке наши получится, что надо. С тестом мы закончили, и сейчас приступим к готовке нашей закуски к этому блюду. Это хатых вместе с укропом и чесноком. Берем доску, наш хатых, укроп и чеснок. Достлар, мы закончили, подготовили наш хатых, и мы отправимся к казану и будем добавлять в него наше тесто, будем добавлять в него наши алюшке. Давайте начнем. Предварительно я смочил ложки в прохладной воде, специально, чтобы тесто к ним сильно не приставало. Достаем наши ложки, открываем наш казан. И теперь будем добавлять наши алюшке. Признаться честно, когда я готовил это блюдо в самый первый раз, у меня мало что получилось в плане алюшке. Тесто было слишком жидкое, слишком оно размазывалось. И у меня получились скорее не алюшке, а полумакароны, такие длинные, как змейки. Сейчас тесто получилось как надо. И я думаю, нас ожидают вполне себе симпатичные алюшке. Вот такая красота у нас в казане получилась. Отправляем туда укроп, мелко нарезанный. Перемешиваем.
Это блюдо готовили женщины в ночь перед Йылбаш-байрамы. И я надеюсь, что оно уже готово. Выглядит просто замечательно. И давайте же наконец-то его будем пробовать. Вот так, в один чомыч поместилось все. И морковка, и картофель, и мясо, и наши замечательные алюшки. Немного бульона. Ох, аромат просто божественный. Все наши специи не зря были добавлены. Чомыч мы пока откладываем. Уже на вид это вкусно. Уже на вид я доволен. И я уже в предвкушении. Остался буквально последний штрих. Мы добавляем хатых. И, наконец-то, пробуем наш алюшке шорбасы. Ароматный, отдающий чесноком и зеленью хатых у нас получился. Просто супер. Ну и, наконец-то, настал этот торжественный момент. Сначала бульон. Достлар, самое замечательное в готовке, и особенно в готовке наших крымско-татарских блюд, что это очень просто и что это очень-очень вкусно. Я готовлю буквально от силы несколько лет, но то, что получилось у нас сегодня, это по-настоящему очень вкусно. Я прям в восторге. Я уже поскорее хочу с вами попрощаться и доесть эту косушку. А я наконец-то вас покидаю и отправляюсь пробовать это замечательное блюдо. С вами был Алим Аблаев, Кырым-татар емеклері, аштатлы болсын. Мясо. Восторг. Дуслар, давайте скорее есть. Все вместе.